Исторические останки в песчаных ветрах Такламакана рассказывают о тысячелетиях уйгурской цивилизации. Однако бесчисленное бесценное культурное уйгурское наследие столкнулось с беспрецедентными катастрофами во времена кровавой исламизации и имперского разграбления. В XIX веке мощные корабли и тяжелые пушки западных держав поставили династию Цин на колени, навязав неравноправные договоры. После опиумных войн западные державы оккупировали Китай, проникли в уйгурский край и разграбили древние городища, монастыри и могильники. Множество культурных реликвий под видом исследований ящик за ящиком вывозили за границу, становясь ценными экспонатами в зарубежных музеях. Эти культурные реликвии несли память о многотысячелетней уйгурской цивилизации, но были вынуждены покинуть родную землю, оказавшись рассеянными по всему миру. Здесь, на уйгурской земле, был важный узел на Шелковом пути, когда-то бывший сияющим местом встречи восточной и западной цивилизаций. В начале XX века уйгурская земля стала настоящим Эльдорадо для западных авантюристов, гнавшихся за богатством и славой. Это уезд Черклык, на южной окраине пустыни Такламакан в уйгурской автономии. Здесь находилось всемирно известное государство Крарайна или Лоулань. Здесь когда-то звучал звон колокольчиков караванов и царило оживление бесконечных торговых рядов. Однако открывающаяся перед глазами картина вызывает скорбь. Стены, готовые рухнуть, и разбросанные кирпичи, словно безмолвные свидетели варварского разграбления. В уезде Черкалык находится загадочный город-крепость Краран. Он часто появлялся во многих древних китайских стихах, но примерно в V веке нашей эры таинственно исчез в реке времени, оставив потомкам одну неразгаданную тайну за другой. А городище Миран, бывшее царским городом государства Крарайна, было не только военным форпостом того времени, но и центром сельскохозяйственного производства. 2000 лет назад Миран был цветущим оазисом на Великом Шелковом пути с множеством храмов и оросительных каналов. Среди местных жителей ходит поговорка «заняться земледелием, что копить золото, оросительные каналы, что кровные жилы». Также подтверждает, что в то время люди, используя русловое орошение, выращивали пшеницу, виноград и другие товары, снабжая караваны на Шелковом пути. Но с исчезновением государства Крарайна древний город Миран также был погребен ветрами и песками в пустыне. Кроме того, древний город Миран был важным узлом в распространении буддизма в Китай, Корею и Японию. С III по IV век он был буддийским центром Лоуланя. В 1906 году британский искатель сокровищ еврейского происхождения Арон Штайн под видом исследований провел разведку и раскопки в городище Миран. В одной из ступ он обнаружил таинственную фреску. На фреске были странные существа – полулюди-полуптицы. Они очень похожи на христианских ангелов, но являются божествами буддизма. Эти фрески были результатом слияния восточной и западной культур на Шелковом пути. Легенда гласит, что эти ангелы были божествами, защитниками Дхурмы и давали покровительство проходящим торговцам и монахам. Находка этих фресок потрясла мир, но также привлекла внимание искателей сокровищ. Во время раскопок в городище Миран Арон Штайн встретил одного местного старика-уйгура. Старик сказал ему, что эти фрески – дары богов, и всякий, кто попытается их унести, будет проклят. Однако иудея Штайна это не остановило, и он в итоге вырезал 7 хорошо сохранившихся фресок и вывез их в Британию и продал музею. Эти древние фрески вызвали сенсацию в европейских культурных кругах того времени. Украденные фрески до сих пор находятся в Британском музее. В этих местах в 60-х годах прошлого века еще сохранялись сооружения внушительных масштабов. Но позже из-за ненадлежащей охраны они тоже были разграблены. Говорят, мэр итальянского Милана планировал установить культурные связи со всеми городами мира, носящими имя Милан, чтобы продвигать культурный и экономический обмен. Однако, к сожалению, древний уйгурский город Миран, или по-китайски Милан, уже тысячи лет погребен под желтыми песками Такламакан и исчез в песке истории. Исчезновение древнего Мирана, возможно, не было случайностью. В уезде Черчин, расположенном менее чем в 300 километрах от уезда Черкалык, также находится скрытое под морем песка тысячелетнее захоронение – древний могильник. Там захоронены мумии 3000-летней давности. Лицо у них все еще различимо, словно они рассказывают древние истории.
2600 лет назад глава семейства сначала похоронил своих жен и женщин, новорожденного ребенка, и потом лег рядом и умер сам, предварительно раскрасив лицо погребальным ритуальным рисунком. Умерли ли они естественной смертью или от ранений? Видимо, нет. Это была одна семья. Глава семьи умер последним. Должно быть, он расставил остальных. Умирал один, его укладывали, следующий тоже. А потом он остался последним и сам лег рядом. Никаких следов ран или насильственной смерти. Они умерли не одновременно. Сначала женщины. Потом, в соседней могиле, уснул 3-месячный мальчик. Его накормили перед смертью, на коже до сих пор видны следы молочного жира. Рядом поставили бутылочку с соской из овечьего вымени. На голову одели голубую шерстяную детскую шапочку, а на глаза положили 2 синих камня, чтобы даже во тьме ему было спокойно. Их смерть, видимо, наступила от какой-то эпидемии. Спасаясь от эпидемии и надвигающихся песков, люди из Мирана бежали в Чирчен. Но пески Такламакана поглощали один город за другим. Так, под песками исчез цветущий оазис Крарайна-Лоулань. Вместе с ними исчезли в песках и бесчисленные сокровища страны драгоценностей.